Здравствуйте, уважаемые зрители! У нас сегодня 18 июня 2020 года, и это очередной выпуск программы «Серьезные разговоры». И сегодня гость нашей студии Ильдар Кенебулатов. Прежде чем дать слово Ильдару, я хотел бы вкратце огласить план нашей беседы. Естественно, мы сможем от этого плана как-то абстрагироваться. Давайте. Первое, я попрошу Ильдара рассказать о себе. Второе, по поводу цифровизации рассказать. Третье, про башкирский язык и его связь с цифровизацией. Дальше я попрошу Ильдара рассказать про проект Балалар, про гранты, которые связаны с башкирским языком, про бюджетный перевод мультфильмов и другого контента на татарский, как это делается в Республике Татарстан, и сравнить это с бюджетом, например, студии Тамыр. Следующим пунктом я попрошу Ильдара рассказать про особенности работы башкирской бюрократии, башкирской в кавычках. И последний у нас на десерт, так сказать, тема — это цифровой концлагерь, в кавычках, конечно, и как цифру заставить служить во благо башкирского народа, башкирской нации. Вот это у нас примерный перечень вопросов, которые я хотел бы сегодня огласить, обсудить с Ильдаром. Возможно, по ходу беседы появятся новые вопросы, и я думаю, что данная тема будет интересна большому количеству людей, по крайней мере мне и другим людям, кто заинтересован в башкирской тематике, в цифре, вообще в понимании процессов. Это очень интересно. Итак, Ильдар, прошу рассказать прежде всего о себе, что вы сделали, и что-то, может быть, какие-то свои моменты. Прошу. Добрый день. Спасибо, что пригласил меня на свою передачу. Вообще многие знают меня как башкирского программиста. Так смешно звучит, но я, конечно, не программист. То есть по основной профессии я дизайнер, но дизайнер не печатных продуктов, еще что-то, а вот дизайнер информационных всяких штук, информационных систем, приложений, программ. То есть всего, что с информатикой связано. Можно сказать, айтишник в широком смысле слова. Кроме того, я с 2013 года занимаюсь, наверное, можно сказать, общественными проектами. Мы создаем информационные продукты, которые связаны с сохранением и развитием башкирского языка. Но самые известные — это мобильные клавиатуры для iOS, Android, их мы несколько разных делали. Это электронная библиотека Китаптар, это переводы ВКонтакте, Скайпа на башкирский язык, это исследования, несколько разных исследований, которые мы проводили, это разные информационные каналы ВКонтакте. Список на самом деле большой. В целом можно сказать, что мы создаем IT-продукты, которые так или иначе связаны с башкирским языком. Да, спасибо за ответ. Я хотел бы уточнить, к своему стыду я некоторые из этих проектов не знаю. Я, например, знаю то, что вы разрабатывали башкирский шрифт, я что-то видел подобное. Знаю, что есть, допустим, скайп на башкирском языке. Это я первый раз слышу. То есть действительно получается, что скайп сейчас есть на башкирском языке? Да, то есть пакет локализации для скайпа, то есть можно скачать и установить, и скайп будет полностью, интерфейс скайпа будет на башкирском, так же, как и ВКонтакте, например, на башкирском. Прекрасно, потому что действительно появление счета ВКонтакте, это благодаря Ильдару Кенебулатову такие вещи у нас существуют. Действительно, человек, который очень много сделал для башкирского языка, для цифровизации. И тут действительно нужно выразить благодарность Ильдару. Сам по себе факт перевода на башкирский язык скайпа, ВКонтакте, шрифтов — это очень много, это реально большая польза. Хотелось бы больше узнать про вашу биографию. То есть, когда вы родились, где вы жили, и так далее. Я родился в Стерлитамаке. Но у башкир самый главный вопрос: откуда твои родители? Инхайдан. Да, Инхайдан. Папа мой из Ишимбайского района, а мама из Зианчуринского района. Но сам я родился в Стерлитамаке в
таком Стерлитамакском районе гетто, можно сказать, ВТС. Гетто? Ну, гетто Стерлитамакское, да. Ну, то есть Это там как- же есть районы, как которые... Черниковка в Уфе. Ну, что-то вроде того, да. Как Гарлем в На Нью-Йорке. окраине, там, где вот военный завод, там, в общем, не самый благополучный район, наверное. И башкир там было немного. Ну, то есть, в общем, в таком суровое детство, можно сказать, прошло. Но так или иначе, то есть вот, родители даже в этих условиях смогли нам дать какие-то понимания того, кто мы вообще, ну, то есть кто такие башкиры, то есть какие-то культуры, какой-то язык дать смогли. Вот за это я им очень благодарен. А потом, значит, учился я в Стерлитамаке во второй гимназии. Это русская гимназия, как ни странно. Вот. После этого уехал учиться в Москву, значит, поступил в МГТУ МАМИ, тогда это называлось, сейчас Политех называется. Учился я на дизайнера, но не доучился, сразу скажу. Потом я, значит, ушел в армию. 2 года я прослужил в армии. Служил на Кавказе, в 58-й армии, это знаменитая, которая воевала в Чечне, в Грузии. Вот, то есть настоящая, не та, которая просто в тылу сидит, а та, которая непосредственно имеет боевой опыт в последнее время. Вот. Ну, это мало кто знает, наверное, про меня. Потом, значит, я вернулся в Уфу, поработал здесь немножко. Поработал таким, ну, простым дизайнером, то есть сайты делал всякие. Но так как рынок здесь не очень развит, я вот в 2011 году я уехал в Москву. В 2011 уехал в Москву, там вот уже серьезно занялся именно той своей профессией, то есть в области IT, развитие свое продолжил. Работал в такой известной студии, как АДВ. Ну, вот есть, многие знают, студии Лебедева, там примерно что-то вроде как студии Лебедева по масштабам, но не такое популярное именно среди простых обывателей. Но именно в индустрии она достаточно известная. То есть я конкретно работал с такими проектами, как Disney, Marvel. То есть все вот эти там Iron Man, там Человек-паук и другие. Что для них через делали? меня прошли. Что для них делали, для Человека-паука? Ну, для Disney и Marvel я делал почти все, что связано у них с IT. То есть это порталы, там, порталы, где основная информация, там, телеканал Disney, там, основной портал Disney, портал фильмов. Для Marvel вообще первый портал российский я делал. Ну и делал промо-сайты для всех вообще почти фильмов, которые Marvel выходили в то время. Ну, допустим. Вот. И там потом я ушел из студии, перешел, ну, занимался какое-то время проектом Демократор, может, такое слышали. Я занимался его реанимацией. Вот. Это общественный политический проект, то есть такой некая альтернатива Change.org, что слышали. То есть я его перепроектировал, знаю, что это такое, как это работает. В принципе, сейчас до сих пор жив, работает, вот, приносит пользу людям, наверное. И оказался потом в области более высоких технологий, конкретно стартап Exact Farming называется. Ну, сейчас уже не стартап, сейчас уже вполне серьезная, солидная компания. Вот. Они делают продукты для цифровизации сельского хозяйства. Вот. И мы как бы стояли у истоков создания вот этих продуктов. То есть конкретно я в том числе принимал участие в этом. Вот. После этого я уже вернулся сюда, в Уфу. Это в каком году? 2018 получается. В 2018 летом, в конце лета я приехал. Вот. Потому что что-то мне показалось, что подул ветер тут в другую сторону. Ветер перемен. Ветер перемен. Winds of change. Да, именно так. Вот. И я думал, я реально подумал, что после долгих лет застоя, десятилетий, можно
можно сказать, застоя, действительно есть шанс изменить ситуацию хотя бы в некоторых областях. Ну, в моем случае у меня интерес был в области башкирского языка, культуры, ну, то есть такой гуманитарной области, подвижки какие-то, потому что много лет реально застой был, честно скажу. Ну, вот я по своему опыту знаю, допустим, в Сангельдак до сих пор показывают мультфильмы, которые еще в 90-х годах перевели на башкирский, как бы, и потом вот десятилетия, значит, в общем, большое впечатление, ничего нового на башкирский из мультфильмов не переводилось, да, вот, как в качестве иллюстрации некого застоя. Извиняюсь, что я перебил, да. Вот хотелось бы еще уточнить, какие языки программирования вы знаете. Сайты вы делали, получается, и фронт-энд, и бэк-энд, то есть HTML, CSS, JavaScript. И вот какие еще языки вы знаете? Вот просто хотелось бы такой более узкий вопрос. И еще один вопрос сразу вдогонку. Что бы вы посоветовали людям, что будет актуально, что им учить? То есть вот, тем людям, которые, допустим, из башкирской глубинки, из деревни, значит, например, вот они живут и не видят перспектив каких-то особых хороших, да, но у них математический склад ума, у них есть интернет, у них есть компьютер, как-то они могут, может быть, самообучиться, чтобы зарабатывать деньги с помощью IT, что-то программировать, делать какие-то сайты. Вот что вы можете тоже порекомендовать? Хорошо. Я вот сказал, что я все-таки не программист, хотя я некоторые языки программирования знаю. Вот, но это не основная специальность. Ну, конкретно я знаю PHP, JavaScript, то есть там HTML, CSS, понятно, там немножко Python знаю. Вот, но это не основная моя, ну, как бы, вот, вообще вот, основная профессия, это называется, основная специализация, это UX-дизайн. UX, что это такое? UX это проектирование взаимодействия человека и компьютера. То есть, ну, в основном человека и компьютера. То есть, например, компьютер, он не знает, как по дефолту, как общаться с человеком. И человек, например, по дефолту не знает, например, ему нужно взаимодействовать с какой-то информационной системой. С банком вашим, например, надо взаимодействовать. И вот это взаимодействие нужно выстроить так, чтобы вам было удобно. И вам было удобно, и компьютеру было понятно. Вот, то есть вот это и как раз моя роль. И плюс конкретно я еще вдобавок придумываю иногда как какой-то вообще новый продукт, который позволяет в какой-то области решать какие-то бизнес-задачи. Вот, то есть это дизайн продуктов цифровых. Вот, это вот то, чем я занимаюсь. Там, ну, коротко нельзя рассказать, что это такое. Это действительно такая же большая специализация, как, например, разработка. Вот, но то, что мы разрабатываем, потом то, что мы проектируем, разработчики потом пытаются воссоздать уже в коде. Что касается, чем вообще дальше заниматься, в какой области развиваться, ну, наверное, понимание, что вот идти надо в IT, вот, IT это круто, там, информационные технологии, программирование. То есть вот это понимание достаточно сейчас популярно, то есть его популяризировали в последние годы, но парадокс в том, что сами информационные технологии развиваются, ну, шире, как бы, и они зацикливаются только на программировании. И поэтому неправильно понимать IT только как программирование. То есть, например, если взять технологии, например, искусственного интеллекта, они затрагивают очень много разных сфер жизни. И, скорее всего, технологии для вообще работы с этим будут доступны не только программистам, ну, в классическом понимании этого слова, а будут массовым явлением. И действительно эти технологии надо осваивать. Или, например, технологии, вот там, скажем, командной работы, современные технологии лидерства и командной работы. То есть вы, в принципе, ни в каком современном проекте не сможете работать, не обладая определенным набором навыков по коммуникации. Вот. И чем отличается обычная компания от современной компании? Именно коллективом, то есть что там процессы и люди вообще по-другому взаимодействуют друг с другом. И вот это важно. Что еще важно? Важно то, что можно назвать креативность. Это касается и разработчиков, там, и любой профессии, которую вы выберете.
умение быть креативным, творческим. Потому что, ну, это не творчество в смысле там рисовать что-то там, не знаю, а это умение решать задачи творческим образом. То есть, когда у вас нет готового решения, это не как ЕГЭ. То есть ЕГЭ вас учит быть стандартным, мыслить стандартно, максимально стандартно. И вот это неправильный подход. То есть, наоборот, когда вы получаете любую нестандартную задачу и можете придумать, как ее решить, вот это и есть креативность. И вот этот навык будет нужен всем. Вот, я думаю, я бы с этого начинал. Вот, в команде самое главное — это soft skills, то есть умение взаимодействовать с людьми. Если вы не умеете взаимодействовать с людьми, то, скорее всего, в будущем места вам нет. Потом вот, взаимодействовать с людьми удаленно или вживую? Ну, взаимодействие удаленно это только один из, то есть это только часть этого взаимодействия. То есть я говорю сейчас в целом про soft skills, то есть умение людей понимать, взаимодействовать с ними, умение, ну, выстраивать доверительные отношения, умение работать в команде. То есть без этого вообще, в принципе, не будет возможна никакая работа. То есть все, что от вас требовало, не знаю, условно, там, вы оператор там, или кассир, там, сидите на одном месте, там какие-то выполняете рутинные работы, этого не будет. Ну, Вот. в будущем... В будущем этого не будет, да. И все эти люди, скорее всего, эти рабочие места будут автоматизированы с высокой долей вероятности. Да, я насколько знаю, допустим, профессия бухгалтера постепенно будет исчезать, профессия страхового брокера и ряд прочих профессий, они постепенно будут исчезать, и мы постепенно переходим ко второму вопросу, как раз он связан с вашим ответом. Ильдар, что в твоем понимании цифровизация? Что это такое? И я прошу смотреть именно желательно в камеру. Ага, окей. Да, и погромче чуть-чуть, если можно. Что такое цифровизация? Ну, в основном начать надо с того, что чем отличается цифровизация от информатизации. То есть часто люди путают вот эти два понятия. То есть когда что-то переводится на рельсы информационных технологий, какой-то существующий процесс, это называется информатизация. Например, у вас был там обычный дневник в школе, и он превратился, например, в дневник цифровой. То есть это информатизация, это просто проникновение цифровых технологий в обыденные какие-то вещи. Но когда какой-то появляется новый процесс или новый продукт, или новая услуга появляется, которая вне цифрового существовать не может, вот это называется цифровизация. И это, есть серьезное отличие между информатизацией и цифровизацией. К сожалению, вот, у нас в России очень часто путают, и, например, чиновники любят у нас выдавать информационные технологии за цифровизацию. Там. Это неправильно. То есть цифровизация это более глубокое, более фундаментальное понятие, это проникновение технологий непосредственно в нашу жизнь. То есть они только как вспомогательная надстройка к тому, что уже было. Вот это цифровизация. И давайте перейдем тогда к третьему вопросу. Это вопрос башкирский язык и цифровизация. Что вы об этом думаете? Как возможно соединить два этих понятия? Как цифровизация может быть полезна для башкирского языка, сохранение и развитие башкирского языка и так далее? Прошу. Вот я говорил, что цифровизация проникает во все области жизни, и язык вообще и коммуникация не исключение. То есть, вот, например, всем понятно, что такое коммуникация через там, мессенджер, например, да? То есть мы вот, наверное, если мы раньше вживую много говорили с друзьями, то сейчас там 90% общения это какие-то мессенджеры. То есть нам это всем понятно, очевидно, мы даже не понимаем, что такого. Вот. И постепенно доля цифровой коммуникации, она возрастает. Это касается всех языков. То есть видео, текст, вообще все, что... И может оказаться так, что подавляющая доля вообще всей коммуникации уже идет в цифровом виде. Это означает, что язык существует не только в офлайновой среде, но и онлайновой среде, цифровой. Соответственно, возникает роль
вот таких коммуникаций и всех сервисов, продуктов и технологий, которые вот эту коммуникацию обеспечивают. То есть вот этот процесс перехода вот к этому, то есть в общем смысле можно назвать цифровизацией. Если взять узко и конкретно, я бы это так назвал для детей, чтобы детям было понятно. Как только компьютер начинает понимать язык, вот, значит он цифровизирован. То есть почему нужно делать так, чтобы компьютер понимал язык? Потому что когда компьютер понимает язык, вы можете на нем взаимодействовать не только и с компьютером, и со всем миром, и вот эта коммуникация становится более простой. Вот. И появляется много разных функций у языка как последствие. То есть, например, это значит, когда компьютер понимает язык, это значит, что вы можете получать знания на этом языке. Это означает, что вы можете потреблять какие-то услуги с помощью этого языка. Это значит, что вы можете коммуницировать со своими близкими, друзьями, еще с кем-то вот на этом языке. То есть роль этого языка в цифровом виде возрастает. Извиняюсь, что перебью, я просто для зрителей хочу такую аналогию привести. Вот представьте, что компьютер понимает башкирский язык и может с разных языков переводить на башкирский. Тогда что может произойти? Тогда вопрос сохранения и развития башкирского языка, он просто, по сути, может исчезнуть, потому что язык уже будет сохранен автоматически, и для того, чтобы он развивался и существовал, простая вещь. Рождается башкирский ребенок, дается ему телефон в каком-то возрасте, который понимает только башкирский язык. Можно сделать такие настройки, чтобы он понимал только башкирский. И вся информация в интернете, все, что есть фильмы, YouTube, все другое, автоматически компьютер переводит на башкирский язык, какой-то искусственный интеллект, и ребенок получает всю эту информацию только на башкирском. Естественно, ребенок будет знать башкирский язык автоматом, потому что ребенок, и более взрослый человек, он на этом языке взаимодействует с интернетом, с компьютером, с всемирной паутиной только на башкирском, и все идет к нему на башкирском, и все. И вопрос сохранения уже исчезает. Поэтому это вопрос того, что искусственный интеллект, который есть, он среди всех прочих языков, которые сейчас есть, он просто добавляет туда башкирский язык. Я правильно понимаю? Да, в целом правильно. То есть еще одну аналогию можно привести. Вот этот процесс современной цифровизации языков можно сравнить по уровню значимости с появлением письменных языков. То есть появление письменных языков, оно позволило языкам стать тиражируемыми. То есть, например, книга – это тиражируемый объект, соответственно, знания резко, на каком-то языке резко можно давать многим людям. И это привело к тому, что одни языки стали популярными и захватили огромное пространство, и большое количество людей начали им пользоваться, а другие языки, которые письменный язык не приобрели, устные языки, они вымерли. Вот. Сейчас следующая волна, то есть те языки, которые в цифровую форму перейдут, они будут сохранены, и их возможности многократно возрастут. А те языки, которые, наоборот, отстали и которые не смогли адаптироваться, они, скорее всего, обречены на исчезновение. Правильно. И извиняюсь, я тоже одно замечание сделаю. Многие люди считают, что они помогают башкирскому языку, когда какие-то книжки на башкирском напишут, еще что-то. Я хотел бы сравнить, когда человек написал на башкирском книжку, да, это как стрелять из рогатки. Когда человек, допустим, перевел какой-то фильм на башкирский, то это уже стрелять из автомата Калашникова. А когда Google Translate будет переводить все на башкирский, это автоматически будет означать, что внизу будут на YouTube субтитры на башкирском языке к любому фильму, на английском, на испанском и так далее, да? И потом все это может быть так, что это будет озвучено даже на башкирском искусственным интеллектом. Это уже будет ядерное оружие, оружие массового поражения. То есть цифровизация – это оружие массового поражения, которое позволяет уничтожить тех, кто хочет уничтожить башкирский язык. Не сами физические лица, да, которые хотят уничтожить, и не государство, а, соответственно, делает невозможным уничтожение соответствующего языка. И поэтому именно такое контроружие – это и есть цифровизация. Чем быстрее башкирский язык будет максимально цифровизирован, в частности, попадет в Google Translate,
больше контента на башкирском языке и так далее, тем меньше вероятность, что этот язык будет уничтожен, и он будет развиваться, передаваться следующим поколениям и так далее. Это такое небольшое замечание. И давайте перейдем к следующему вопросу. Это у нас проект Баавар. То есть вот мы говорили, что Ильдар принимал участие, и мы ему очень благодарны за перевод скайпа, ВКонтакте на башкирский, разработку башкирского шрифта, куча других полезных программ. Вот конкретно давайте поговорим сейчас про проект Баавар. Расскажите про него, что это, как, ну и так далее. Идея Баавар появилась еще несколько лет назад, потому что мы все понимали, что если дети не будут учиться языку, не смогут говорить на нем, то, скорее всего, при достижении целого поколения, не говорящих на этом языке, язык просто исчезает. Вот, поэтому я уже давно считаю, что кроме именно технологий, которые позволяют языку масштабироваться, вроде клавиатуры, например. Клавиатура, в принципе, позволяет масштабировать кучу других продуктов. Именно важное направление – это дети. То есть, если дети начнут усваивать язык, то автоматом увеличится количество носителей, увеличивается устойчивость этого языка. Но как-то так получалось, что никогда и ни у кого это не было приоритетом. Поэтому я вот для себя решил, что, наверное, мне самому придется заняться этим проектом. И вот у нас в прошлом году представилась такая возможность. Мы подали на грант заявку и выиграли. Вот. Сами не ожидали, так резко такие оп, и получили. И я считаю, что суть проекта какая? То есть это создание детского цифрового контента. Дело в том, что современные дети, в принципе, наверное, не понимают, что они как бы изначально живут в цифровой какой-то, в цифровой среде. То есть для них это норма. То есть это та же норма, как для нас, там, не знаю, там, сказки там, слушать с детства. Также для них норма, что они изначально потребляют много цифрового контента. А на башкирском его вообще не было. Именно для младших самых. То есть. Но если младшее поколение, у него нет контента, то, соответственно, они уже, когда становятся постарше, они уже язык не воспринимают. То есть никакая школа не может обучить их языку, и никакие родители не смогут противостоять натиску цифрового контента на других языках. Вот. То есть суть Баавар именно была в этом, показать вообще важность этого направления и показать пример того, что контент на башкирском может быть, по крайней мере, не уступать никакому российскому контенту. Вот. И я считаю, мы свою задачу выполнили хорошо. Вот. Очень положительные отзывы. Единственное, что родители, вот они прям такие, когда следующий, когда, то есть им скорости не хватает, мы не успеваем выпускать контент так быстро, как это просят делать родители, потому что, дети требуют все время чего-то нового, и не хватает этого контента. Да, я тоже хотел бы присоединиться к словам благодарности родителей, потому что проект Баавар действительно очень хороший, очень полезный проект с отличной озвучкой, с отличной, башкирскими национальными символами, кураями и так далее, и так далее. И действительно хотелось бы продолжения данного проекта, и я действительно очень благодарен. И вот где-то я уже рассказывал, хотелось бы небольшое отступление рассказать. Вот по моим подсчетам, если ребенку нужно, допустим, ребенок смотрит от 2 до 12 лет мультфильмы, если он каждый день будет мультфильмы по часу смотреть на башкирском языке, то он будет знать башкирский язык. Соответственно, 365 дней в году умножаем на 10 лет, получается, нужно 3650 часов мультфильмов на башкирском языке. Я где-то подсчитывал, это есть в канале Bashkirtization, в плейлисте «Переводе на башкирский», что сейчас, там я создал базу данных мультфильмов на башкирском языке, сейчас мультфильмов там меньше 30 часов, даже около 20 где-то так. То есть общее количество, хронометраж мультфильмов на башкирском языке не более 30 часов. 30 часов разделить на 3650 – это меньше 1%, то есть потребность башкирских детей в башкирских мультфильмах обеспечена меньше, чем на 1%. И это действительно очень
плохая ситуация. И вот, насколько я знаю, опять же, со слов Ильдара Кенебулатова, соседние республики, наши дорогие партнеры из Республики Татарстан, они более серьезно отнеслись к этому вопросу, к сохранению и развитию татарского языка, и у них есть серьезные бюджеты на перевод мультфильмов на татарский. И также у них есть студия Татар-мультфильм, где они там очень хорошие мультфильмы снимают, с огромным количеством просмотров. И эти бюджеты, они не идут ни в какое сравнение с бюджетами, которые выделяются, допустим, на студию Тамыр, который переводит в Республике Башкортостан что-то на башкирский язык, и так далее, и так далее. Вот хотелось бы от первоисточника услышать от Ильдара Кенебулатова по поводу перевода мультфильмов на татарский в Татарстане, какие там бюджеты, по поводу бюджета Тамыра, и вообще все, что связано с мультфильмами на башкирском и на татарском, сравнение, бюджеты и так далее, и так далее. Прошу. Ну, я не могу сказать, что я первый источник, потому что не имеет отношения ни к Шаян ТВ, ни к Тамыру. Но какая-то информация, в общем-то, в публичном доступе есть. Нельзя сказать, что она супер достоверна, но вот, например, о чем мы можем точно наверняка судить. Если говорить, например, про приоритеты, да, Шаян ТВ начал работать относительно недавно, в отличие от Тамыра. Тамыру много лет уже, десятилетий уже. И они как бы серьезно взялись за эту задачу. Если можешь погромче. Да. Ну, бюджет Шаян ТВ точно не раскрывается, но значит, директор Шаян ТВ заявил, что это не меньше 100 миллионов, но не более 300. Вот. В год? В год, да. Не публично называются цифры порядка 150 миллионов в год. Если говорить про Тамыр, точной информации о том, сколько именно выделяется на сам Тамыр, это неизвестно, но точно известно, что это не более 10-й части от бюджета Шаян ТВ. То есть, мы можем примерно говорить, что разница в разы. В разы, то есть, получается, не более 20 миллионов примерно? Я думаю, что да, вряд ли больше. Да. Вот. И понятное дело, что если такой маленький бюджет у Тамыра, то вряд ли они смогут купить лицензии на перевод мультфильмов на башкирский, переводить эти мультфильмы и так далее, и так далее. В отличие от Татарстана, да, вот скажите про мультфильмы Татарстана. Да, где-то треть бюджета, который получает Шаян ТВ, они используют на локализацию контента. То есть они своей основной стратегией выбрали не создание нового контента, а локализацию. То собственно, чем, например, Bashkortization занимается, проект твой, но уже официально и серьезно, с серьезными бюджетами. То есть вот они это выбрали как основное направление создания контента. И в результате, извините, что перебиваю опять, в результате на татарском языке будет очень много мультфильмов, очень много часов мультфильмов, большое количество сериалов на татарском языке. И в этом случае, если будет конкуренция между башкирским и татарским языком, то есть риски того, что, соответственно, башкирский язык как бы будет менее конкурентоспособен ввиду отсутствия большого количества контента, мультфильмов на башкирском языке по сравнению с татарским. Да? Поэтому нам нужно учиться у наших западных партнеров, у Республики Татарстан, и вот именно в этом направлении двигаться. Я извиняюсь, что я перебил, прошу продолжить. Есть, в общем-то, две популярные стратегии, которые выбирают обычно одну из двух. Вот Шаян ТВ конкретно выбрал стратегию, которую, например, я несколько лет назад предлагал тому же Тамыру. Но Тамыр, у них довольно старая история, и они считают, что их сильная сторона – это их собственный продакшн, то есть, и они в основном работают именно в этом направлении, то есть создание своего уникального контента. Но, то есть, учитывая, что бюджеты небольшие, и учитывая, что то есть нельзя охватить сразу все аудитории, то есть у них приоритеты такие, они сосредоточились на детях постарше уже, то есть это старше школьного возраста, можно сказать, дети, и на своем контенте, то есть на передачах, каких-то таких штуках. Но то есть конкретно у Тамыра проблема в том, что именно самая младшая группа аудитории, до 7 лет, то есть садик, те, кто в садик ходит,
они, получается, для них очень мало контента. То есть и в этом, мне кажется, основная проблема, ну, конкретно в Башкортостане, то есть башкирским языком. Вот. Это одна из причин, почему я решил тоже вмешаться в ситуацию со своим проектом. Я не знаю, то есть если решать проблему у нас, то есть недостаточно просто взять и дать больше денег, условно говоря, потому что это не даст результата, нужно менять приоритеты. И моя личная точка зрения, что большее количество контента это важнее, чем мало, но качественного контента. То есть... Я тоже так же думаю. Это идеология, кстати, проекта по переводу видеоконтента на башкирский язык, который я озвучивал в соответствующем видео. Не знаю, Ильдар смотрел или нет. То есть, грубо говоря, если у нас меньше, чем на 1%, то есть меньше 30 часов у нас мультфильмов на башкирском языке, и, соответственно, 3650 часов это потребность, ну, условно говоря, мы так ее обозначили, да, и в Татарстане, например, будет там 2000 часов, да, там, мультфильмов на татарском, например, а у нас только 30, то, соответственно, они каким образом это сделают? Они это сделают за счет того, что не будут, то есть они и так делают очень много мультфильмов на татарском, но основная часть контента это именно перевод, потому что перевод это дешевле, это проще, это можно сделать быстрее и так далее. Потому что когда человек делает мультфильмы сам, на это уходит очень много времени, сил, бюджета и так далее, и так далее. И за большое количество времени будет сделано хронометражем очень мало. Вот если брать мультфильмы и переводить их, то можно, соответственно, потратив меньше сил, усилий, денег, финансов, большее количество контента перевести на башкирский язык и таким образом больше способствовать сохранению и развитию башкирского языка. И я думаю, что вот это понимание, оно должно быть не только на каком-то низовом уровне, но и на государственном уровне, если есть задача сохранения башкирского языка, если это не фикция, как бы, да, и на уровне понимания студии Тамыр и так далее, и так далее. Вот. Как бы, тут я хотел дополнить мысль Ильдара по этому поводу. Вы можете что-то добавить в этом направлении? Ну, вообще, вот я еще раз хотел подчеркнуть важность именно работы с проектами, ориентированными на детей. То есть надо понимать, да, что если мы сейчас конкретно не будем заниматься детьми, то есть это не только там, когда родители пытаются внутри семьи дать образование, то есть